Сейчас вот в последнее время некоторые лица из проверяющих органов, они предвзято относятся вот к таким проверкам, но впоследствии они не несут ответственности за это напрямую. Вот если контролирующий орган будет еще нести ответственность финансовую, я думаю, руководитель, который направляет его на проверку, он будет как бы проводить лучший отбор вот этих инспекторов, которых направляют на финансовую проверку огромных предприятий, где большие обороты. Поэтому правительство, я думаю, здесь нету повода для отрицательного заключения этого закона. Есть ли негласная установка вообще среди членов, я не знаю, там судебных органов, да, правоохранительных органов, фискальных, проверяющих органов, о том, что судебные решения выносятся не в пользу бизнеса? Вы знаете, что большая часть, я бы сказала, 90% судебных споров между бизнесом, частным бизнесом и государством, особенно налоговыми органами, когда сумма выше определенной, скажем, там даже выше миллиона, она практически в 99% решается не в пользу бизнеса. И все негласно судьи говорят о том, что есть такая установка. Бюджетте акча жок деп. Спасибо. Нет, я говорю о вообще вопрос, честных да? взаимоотношениях, порядочный бизнес. Если вот такие проблемы, то, о чем вы говорите, через суд деп. Сотто 90% ишти деген мамлекеттин пользасына не в пользу бизнеса чечилет. Сиз ушуну билесиздер да, правильно? Можно прокомментировать, да? Айтып койсоңуз? Спасибо. Следующее слово Ахмат. На самом деле, по большей части решений, которые выносятся по итогам, по результатам проверок, да, по большей части они выносятся в пользу бюджета или в пользу проверяющего органа. Но я хотел бы сказать, что какой-либо установки специальной, тем более со стороны налоговой службы, она никак не может установку делать для судебных органов, который говорил о том, чтобы обязательно принимались решения в пользу бюджета. Но у нас и таких, в общем-то, ресурсов нет для того, чтобы воздействовать в этом смысле на судей. Наоборот, в отдельных случаях у предпринимателей есть возможность повлиять на решение тех или иных судей или судов. Спасибо.